особенный продукт сладости Абхазии. Наши конфеты можно преподнести в подарок, ведь уникальный дизайн упаковок оригинален и нарисован от руки. На ваш выбор более 12 видов конфет, которые не только крайне безопасны даже для детей, ведь производство из исключительно натуральных продуктов, но и не оставят никого равнодушным благодаря удивительной палитре вкусов. Попробовали остальные, теперь попробуйте лучшие конфеты. Дорогие друзья, проводим сегодняшнюю нашу встречу, если я правильно информирован, по инициативе вашей стороны. Предполагаю, что суть нашей встречи заключается в том, чтобы обменяться аргументами, правовыми позициями по вопросу подписанного соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность российской стороне объекта Пицунда на территории Республики Абхазия и порядке его использования. Предысторию вопроса, наверное, я сейчас описывать не буду. По вопросам этого соглашения, по правоотношениям, которые заключены в подписанном соглашении, было проведено немалое количество встреч, были обмены аргументами на разного рода площадках. Это в том числе и телевизионные площадки, был прямой эфир, где была возможность обменяться аргументами, правовыми позициями. Помимо этого, как вам известно, высшее руководство Республики Абхазия, президент Аслан Георгиевич Бжания посетил районы, где встречался с активом районов, с активными гражданами, на которых излагал позицию нашей стороны, раскрывал некоторые особенности подписанного соглашения, подлежащего ратификации. Очевидно, что необходимость этой встречи вызвана, как минимум, двумя вопросами. Во-первых, это уже процессуальные подошли моменты по ратификации данного соглашения Народным собранием, парламентом Республики Абхазия. Помимо этого, известно мне о том, что есть там обращение с дополнительной аргументацией в поддержку мнения за и против. В этой связи готовы к открытому диалогу и готовы выслушать ваши позиции, и думаю, что вы услышите наши контраргументы в том числе. Я, с вашего позволения, предоставлю слово, как вам будет удобно, в свободном формате. В первую очередь приветствую всех собравшихся. Спасибо за то, что такая возможность у нас появилась, в таком формате обсудить и наши мнения. Вы, пан Львович, о чем говорили, о том, что дополнительная аргументация, это, наверное, про меня сейчас вы говорили, я в первую очередь хочу начать с того, что передо мной есть заключение Министерства юстиции на проект соглашения о передаче объекта, в котором есть мнение Министерства юстиции за вашей подписью, в котором есть такие важные моменты, о которых мы в своем тоже говорили. Например, вы говорите о том, что важное место, я буду цитировать, если позволите, важное место в соглашении отведено вопросам юрисдикции в отношении объекта, земельных участков, акватории моря и подразделения уполномоченного органа. В соответствии с статьей, я все прочитаю, с вашего позволения, потом, чтобы мы это могли тоже обсудить. Так, в соответствии со статьей 9 соглашения стороны согласились, что на объект, участки и подразделения уполномоченного органа распространяются привилегии и иммунитеты, предусмотренные Венской конвенцией. Транспортные средства, воздушные и морские суда, военная и специальная техника,
уполномоченного органа имеют иммунитет от досмотра, обыска, реквизиции, ареста и других мер. Положение статьи 10.12 соглашения предусматривает освобождение подразделения, членов их семей, военнослужащих и гражданского персонала от уплаты всех видов налогов и так далее. Статья 14 соглашения касается личных иммунитетов военнослужащих и то, что они находятся все под исключительной юрисдикцией Российской Федерации. Их личности и жилища неприкосновенны и так далее. Все перечисленные нормы не согласуются с нормами законодательства Республики Абхазия, в частности с нормами налогового, таможенного, уголовного и уголовно-процессуального законодательства, законодательства об ОРД и так далее. Ну и повторяют статьи конвенции. В этой связи отмечаем, что Республика Абхазия не является участницей данной конвенции. В соответствии с чем надо руководствоваться этой статьей, ну в смысле законом от 2007 года. Статьей 17 соглашения установлено, что передвижение военнослужащих и перемещение движимого имущества, поставляемого для нужд подразделения, направляемого им с территории Республики Абхазия, осуществляется в соответствии с законодательством государства каждой из сторон на воинских перевозках. В этой связи отмечаем, что в Республике Абхазия такого законодательства нет. Абзацем 4 статьи 22 соглашения устанавливается, что абхазская сторона не предъявляет российской стороны претензий, касающихся возмещения ущерба. Данное положение не согласуется с нормами гражданского и уголовно-процессуального законодательства Республики Абхазия. Из этого заключения, к чему я вообще его зачитал, ну, у меня получается, выходит такой вывод, что ну и из текста тоже этого не следует, что у вас положительный отзыв относительно этого соглашения. Также хочется продолжить, вот если вы говорите о дополнительной аргументации, эта аргументация на самом деле почти 1,5 года назад была озвучена. Да? Там я поднимал вопрос того, что соглашение, представленное нам, да, оно не соответствует нормам нашего законодательства, в частности, Гражданскому кодексу, в части договора аренды, где в 3 части говорится о том, что мы можем передавать в аренду земельные участки, но в соответствии только лишь с межгосударственным договором. Соответственно, форма нашего соглашения уже не соответствует тем нормам, которые у нас есть в гражданском законодательстве. Особо хочется отметить, что любое соглашение, которое мы планируем подписать и ратифицировать до того момента, пока оно составной частью нашего законодательства не станет, да, нам необходимо его привести в соответствие с нашим законодательством, хотя бы да, применить такой подход. Также такая обеспокоенность вызывает тоже важный момент, то, что предоставляются иммунитеты. Иммунитеты не только там сотрудникам из текста, получается, в Федеральной службе охраны, но и техническому персоналу в том числе. Ну и, соответственно, исходя из этого, есть примеры, где наших договоров с Российской Федерацией, где такие же иммунитеты предоставляются, и они все в ранге находятся межгосударственных соглашений. Это наша практика, да, такая. И, соответственно, это практика, а вот норму Гражданского кодекса, которую я привожу, она прямое требование, да, в ней есть, чтобы соглашение именно в таком формате было. Я на этом пока, такую вводную часть, да, а потом мы в процессе уже сможем дальше мнениями обменяться, я думаю, да, обсудить эти вопросы. Дорогой Марк Сергеевич, я абсолютно точно знаю, что закон Республики Абхазия о международных договорах вам хорошо известен. Вы юрист, квалифицированный юрист, и обратили внимание на заключение Министерства юстиции. Вам-то точно хорошо известно о том, в чем заключается основная миссия Министерства юстиции при подготовке заключений к проектам нормативных актов. Основная ее задача в рамках международных договоров заключается в том, чтобы ответить на 2 основных вопроса.
Вопрос номер один. Принимаемый акт с какими нормативными актами национального законодательства бьется, коррелирует. И второй вопрос, нужна ли ратификация соглашения в случае, если вот как бы не бьется. Вы обратили внимание на то, что Минюст перечислил определенные нормы, которые содержат иные правила, чем те, которые установлены соглашением. Подчеркиваю, иные правила, чем установленные соглашением. И вы делаете вывод о том, что из текста не следует, что Минюст дал положительный отзыв. Буду вам парировать. Парирование будет заключаться в том, что Минюст изложил нормативные акты, ну, может быть, не в полном перечне, но обратил внимание на конкретные нормативные акты, которые не согласуются с теми позициями, которые предлагаются в рамках международного соглашения. Но ведь в этом и суть международного соглашения, которое вытекает из закона о международных договорах, чтобы при выявлении иных правил, чем установленные законодательством, направить это соглашение в Народное собрание парламента Республики Абхазия, чтобы там парламент законом о ратификации придал этому соглашению фактически форму закона, и это соглашение в части регулирования не коррелирующихся с национальным законодательством именно этим законом о ратификации приобретает форму закона и становится частью нашего национального законодательства. Поэтому в этом ключе, в ключе вашего аргумента, работа так построена, что Минюст, обратив внимание на иные правила, чем установлено национальным законодательством, делает заключение о необходимости ратификации этого соглашения парламентом. Если бы соглашение, которое мы подписали, не устанавливало бы иные правила, чем установленные законом, тогда это соглашение не нуждалось бы в ратификации парламентом и могло бы быть подписано в рамках межправительственного соглашения. Вот так я парирую на это. Это все, что я сказал, вытекает из норм международного закона международных договоров. Форму тогда обсудить соглашение. Правильно ли я понял, что тезис, который вы озвучили, на который я парировал, что вы его принимаете? Нет, я его не принимаю, нет. Я хочу перейти, если вы говорите, что это ваше суждение, я хотел бы уточнить, почему тогда в вашем заключении нету вашего комментария относительно того, что соглашение должно было в форме межгосударственного быть заключено, а не межправительственного, потому что требование в Гражданском кодексе прямое, оно есть. Я понял. Да, это же важный момент. Вы сделали вывод. Я не сделал вывод, это прямое требование. Я хочу повторить, что каждое соглашение, вы говорите, что есть нормы, но вот эту норму вообще никоим образом никто не обозначил. Самый такой момент важный, я точно знаю, что эта позиция, администрация президента, она в курсе о ней. Да, я вам точно говорю, что администрация президента в курсе. И мне хотелось бы понять, по какой причине на такие самые важные, кстати, вещи, потому что все, что написано в тексте соглашения, это все, что написано после названия его. А название, логично же это. Хочу, чтобы обсудили этот момент, прокомментировали вашу позицию. Должно ли оно быть межгосударственным или межправительственным должно остаться. Это важные вещи, потому что депутаты парламента, когда будут ратифицировать это соглашение, я не хочу, чтобы прецедент создавался того, что мы примем соглашение, которое не соответствует по форме не соответствует нашему законодательству. Вот такая позиция. Для того, чтобы ответить на ваш второй вопрос, я должен понимать, мы по первому вопросу имеем общее понимание, мы одним понятийным аппаратом пользуемся. Я записал, вы говорите, что вывод из текста не следует, что положительный отзыв Министерства юстиции. Я же вам попытался объяснить, что как раз-таки позиция Министерства юстиции и функция Министерства юстиции, чтобы выявить иные правила, чем установлены, мы выявили иные правила и сказали о том, что данное соглашение нуждается в ратификации. Вы с этим не спорите. Это вы принимаете, да? Донести следующий момент. Я вам хочу свою позицию донести. Насколько я помню, в драфте этого соглашения, в проекте, предполагалась ратификация с двух сторон.
Такой был процесс заложен. Потом, ну вот в этом уже соглашении, которое было подписано, внутригосударственные процедуры, такой порядок. Да, был Вы о проектах предусмотрен. говорите? Я говорю о проекте, да, потом проект, ну... Включение на да, итоговый проект. мне, не знаю, я форму видел такую, и теперь она другая, подписана другая. Соответственно, если какие-то правки вообще вносились, да, хотя бы в этой части, у нас была возможность и до этого тоже другие правки вносить. Если возникает вопрос, вот у вас, если вопрос юрисдикции возникает, да, вот здесь прямо написано, что возникает вопрос юрисдикции. Этот вопрос у нас тоже возникает. Конечно. Да, и поэтому мы считаем, что если у вас возникнет это мнение единое, Оно уже урегулировано. Нет, то, что касается, мы должны были максимум усилий приложить к тому, чтобы это соглашение соответствовало в первую очередь нашему законодательству. Кстати, что касается вот Гражданского кодекса, нормы вот этой по аренде, в российском законодательстве, в Гражданском кодексе по аренде земли, кстати, такого пункта нету. Это вот именно в нашем законодательстве национальном такая норма присутствует. Соответственно, этой норме должно наше соглашение соответствовать. С этим же невозможно не согласиться. Вопрос соответствия с национальным законодательством регулируется нормами закона о международных договорах. Я же еще раз говорю, в том случае, если есть в международном соглашении иные правила, чем установлены национальным законодательством, в этом и смысл, что акт направляется в парламент на ратификацию. Понятно. Я говорю о том, что форма соглашения у нас должна быть межгосударственной. Вот я на этот вопрос... Это уже второй вопрос. Да, я на этот вопрос хочу четкий ответ, ваше мнение услышать. Да. С первым вопросом мы разобрались. Предположим, Вы разобрались. приняли перейдем позицию. дальше. Нет, просто перейдем дальше. Я хочу, чтобы мы уже по форме соглашения поговорили. Хорошо. Значит, вас интересует вопрос формы соглашения. Вы в том числе говорили и сегодня упоминали о том, что с учетом того, что любое межгосударственное соглашение до момента его ратификации, я вас цитирую, должно быть приведено в соответствии с национальным законодательством, а после ратификации становится составной частью национального законодательства. Ну, я должен привести вам в качестве контраргумента 5-ю статью Закона Республики Абхазия о международных договорах, которая говорит следующее. Статья называется «Международные договоры в правовой системе Республики Абхазия». Какое место занимают? Первый пункт. Ратифицированные международные договоры являются составной частью правовой системы Республики Абхазия. Следовательно, те нормы, которые заложены в подлежащем ратификации международном договоре, становятся законом. Второй пункт. Если ратифицированным международным договором установлены иные нормы, чем те, которые предусмотрены законами, то применяются нормы международного договора. Третий пункт. Не подлежащие ратификации, скажу другими словами, то есть те договоры международные, в которых не установлены иные нормы, чем в национальном законодательстве, не подлежащие ратификации межправительственные, межведомственные договоры, не могут противоречить законам Республики Абхазия. Вот здесь в этом и смысл закладывается, что если мы говорим с вами о межправительственном соглашении, в котором могут потенциально содержаться иные правила, чем в национальном законодательстве, мы просто передаем его на ратификацию, и он становится законом и частью нашего законодательства. Я еще раз повторю, в вашем заключении этого вообще нет. Но мы же с вами про заключение уже проговорили. Возвращаемся к первому вопросу. Я говорю, что в вашем заключении этого момента нет. Там большое количество моментов в заключении, все не укажешь. Еще раз повторяю. Это Гражданский кодекс. Можем поговорить и про Гражданский кодекс. Насколько мне известно, внесение изменений связано с тем, что были допущены ошибки в географических координатах. Это уже третий вопрос. Мы с этими аргументами закончили, Нет, переходим это дальше? вы позволите мне его задать? Разумеется. Да, вот поэтому я вас спрашиваю, почему возникла необходимость вернуться к работе над текстом соглашения после его подписания?
То есть были ли допущены ошибки в ходе работы над этим соглашением? Правильно ли я понимаю, что в качестве аргументации по внутреннему содержанию законопроекта мы закончили? Коль мы переходим к следующему вопросу, нет, координатам. Тимур Георгиевич, вот там вопрос. Я хочу понять, мы заканчиваем, здесь же целая Послушайте, логическая мы же- цепочка. Андрей Львович. Мне привели в пример 259 Андрей статью. Львович, мы же друг с другом не договаривались, о чем будем говорить. Абсолютно нет. Правильно. Меня интересует вот этот вопрос. Я предлагаю договориться сейчас. Мы закончим значит, А я сущностное предлагаю, обсуждение что или мы переходим мы к... будем обсуждать так, как возникают вопросы участников. Можно это мы будем Ну, у делать? меня, например, возник, как у участника, вопрос, что я хочу договорить, Ну, можно, значит, вы по отказываетесь сути. от Нет, ни в ответа коем на случае. Нет, Буду абсолютно, отвечать. конечно, на эти вопросы можно будут ответы. получить Да, давайте. У вас развиваться? Или вы- получается, что это наводящий вопрос, Нет, который это не будет следовать наводящий тому вопросу, который был до этого задан. да? Мне интересно, почему возникла такая коллизия Коллизия в координатах. в координатах, и это выяснилось в ходе тех обсуждений, которым этот документ подвергался. То есть не на стадии работы над документом, а уже после его подписания. Это первый вопрос. Потом, если действительно там были допущены ошибки, кто контролировал работу над этим документом? Кто понес ответственность за то, что были допущены эти ошибки в координатах? Потому что речь-то идет о территории Республики Абхазия. Безусловно. Вот. Были ли сделаны какие-то кадровые выводы по этому вопросу? Или вот такие резонансные проблемы, которые породило это соглашение, они остались без реагирования со стороны исполнительной власти? Минюст же контролировал ход работы над этим документом. Да, кто вас контролировал? Правительство. Вы Да. задали вопрос? Могу Да, отвечать? да, спасибо. Да. Спасибо за вопрос. Во-первых, начну с конечной части вашего вопроса. Это вопрос там, привлечения к ответственности, кто понес ответственность и так далее. Я не уполномочен отвечать на такие вопросы. Есть президент Республики Абхазия, есть премьер-министр Нет, Республики я не Абхазия. спрашиваю вас. Я должен И вы попросить знаете, вас, что вы я должен уполномочены. попросить вас, чтобы я мысль закончил, Да. чтобы Я мой ответ был для спросил, у вас есть и для всех информация на участников этот счет? ясен. Я не уполномочен отвечать на этот вопрос, есть специальные органы. Теперь, что касается ответственных лиц, там, подготовка законопроекта, вам абсолютно точно известно о том, что при подготовке международного договора значит, определяется уполномоченный орган государственной власти, который ведет работу по подготовке разного рода заключений от заинтересованных органов государства. Таким уполномоченным органом со стороны Российской Федерации выступала Федеральная служба охраны, была определена значит, ФСО. Со стороны Республики Абхазия уполномоченным органом был определен Госкомитет по приватизации имущества, так называемый Госкомимущество. Данные органы, российский орган в Российской Федерации, значит, подготавливал проект согласительных документов, абхазский орган уполномоченный подготавливал проект согласительных документов с заинтересованными органами на территории Республики Абхазия. В ходе подготовки, значит, заключений, экспертиз и так далее, как нам всем известно, выявилась определенная техническая ошибка и неточность в приложении к приложению. Я затрудняюсь На ответить. стадии после подписания документа? Могу сказать точно, что после подписания документов Вот. это выяснилось, потому что если бы это было То бы есть известно подписали, до подписания документа, потом изменения, а потом выяснилось, что там были допущены ошибки. технические ошибки, да. Технические ошибки касались большого куска территории Абхазии. Ну, обе стороны в качестве, значит, комментария к большому куску Республики Абхазия, обе стороны при подписании соглашения, как российская сторона, так и абхазская сторона, при подписании этого соглашения, в том числе после выявления того, что я вам обозначил как техническая ошибка, официальной перепиской в письмах, значит, подтвердила, что изначальное намерение, первичное намерение двух сторон о передаче объекта в тех границах, которые наложены на карту, ну, в реальных границах,
что иных намерений, как вы сказали, да, там существенный кусок иной захватить, ни у одной стороны нет и не было. Следовательно, обе стороны констатируют это как техническую ошибку и обменялись ратификационными нотами МИДовскими и подтвердили это намерение первично. Возмущение, выявились ли бы эти технические ошибки? Это вопрос, понятно, что риторический. Затрудняюсь ответить, я не специалист в этой потому что области этого не было. координат. Все возникло после того, как общественность стала внимательно изучать текст соглашения. После этого выявились... Это же не Я могу здесь вот возразить. Я согласен с вами, Да. что общественность выразила тоже свою точку зрения. Ну, мы тоже понимаем, как это все происходит. Если вы помните, этот вопрос обсуждался в парламенте, на комитете. Параллельно был сделан запрос непосредственно касаемо координатов. На тот момент, когда в парламенте этот вопрос обсуждался, данные по координатам не пришли. Это именно депутаты и обратили внимание впоследствии уже всего, что координаты, которые имелись при подписании этого соглашения, они были верными. Но потом уже, когда в готовом виде документ получили мы уже в парламенте, у нас получилось так, что координаты не соответствуют действительности, которые были изначально при подписании данного соглашения. Именно депутатами было на это обращено внимание, и мы предварительно еще раз, сделав запрос, уже получили на руки те координаты, которые не соответствовали изначально. Это было по факту так. В этой связи это очень хорошо, что парламент так вовремя отреагировал. А в парламенте была идея дать оценку представителям исполнительной власти, которые, потому что у парламента есть соответствующий механизм о доверии к отдельным членам Кабинета министров. Ну, да, этот вопрос тоже обсуждался. У нас было комитетское заседание, где мы попросили установить, по чьей вине эти координаты получились неправильными впоследствии. Но нам не получилось все-таки дойти до той истины, что мы не установили тот факт, что кто именно из нашей стороны, из участников подписания этого соглашения, кто непосредственно допустил эту ошибку. Для нас это не представилось возможным. Вот получилось, что так. Этот вопрос поднимался рядом депутатов, также озвучилось, чтобы тот непосредственно, да, там это ведомство или руководитель ведомства, который по чьей вине эти координаты получились ошибочными, чтобы мы понимали, что непосредственно, да, вот есть такой человек, который техническую эту ошибку, ну, воплотил в жизнь. Но у нас мы не дошли до этого результата, и оно как бы так на этом уровне у нас и осталось. Ну, то есть, ошибка неумышленная, я так понимаю. Ну, да. Учитывая тем более, что по координатам, они там морские координаты, мы-то знаем, что Абхазия сегодня не располагает по существу такими условиями, чтобы мы могли своими силами эти координаты определить. Я думаю, что в этом аспекте, наверное, все-таки абхазская страна больше положилась на наших коллег с российской стороны, потому что у них есть современные условия, которые определяют точки координат по морской глади. И я думаю, что, возможно, эта ошибка была и допущена там. Ну, возможно, вы продолжите, да, эту работу по этому вопросу в парламенте? В любом случае, касаемо парламента, сегодня, я думаю, этот вопрос тоже возникнет. Мы знаем, что сегодня в обществе обсуждается вопрос, что он будет выноситься на сессию. В парламент пока не поступали ноты, по которым были обменены с абхазской, с российской стороны. Мы знаем, что эти координаты были исправлены, они пришли, но в парламент они пока еще не поступали. А на этой стадии могут быть понесены изменения в текст договора? Ну, я полагаю, что нет. Да, я хотел бы еще раз сказать, что тот формат, конечно, в котором мы встречаемся сегодня, это очень важный формат. Жаль, что многие такие подобные встречи, они как бы происходят не в первую очередь. То есть после того, как общественности становится известно, да, о том, что продолжается дискуссия вот в том ключе, в котором общество ее критиковало. Да. И опять же, обществу мало что известно о том, что вот происходит некий обмен нотами, которыми вносятся изменения. Да, и об этих изменениях говорят, что это технические ошибки. Ну, я вот хотел бы со своей стороны, будучи представителем общественных организаций, скажем, выразить вот такую позицию, очень серьезную озабоченность по поводу того, что в очередной раз не публично, да, я понимаю, что вот есть мнение о том, что такие подобные процессы, они должны протекать вот в таком вот закрытом формате. Но опять же, учитывая важность вопроса, учитывая то, что речь идет о конституционных вопросах, речь идет о вопросах суверенитета Республики Абхазия,
о реальности суверенитета, о вопросе территориального верховенства Республики Абхазия на своей территории. Да, эти вопросы совершенно не были сняты в рамках дискуссии, и дискуссия у нас свелась исключительно к вопросу координатов. Да. И, ну, кстати, надо сказать, что этот вопрос, он тоже впоследствии, он не сразу возник. Потому что вы прекрасно помните, что комплекс вопросов, который был поднят, он касался как раз больше вопросов, связанных с тем, что есть проблемы, связанные с территориальным верховенством на соответствующей территории Республики Абхазия, то есть изъятие там, территории Пицунды, которые обозначены этими географическими точками из-под юрисдикции. Есть вопросы, связанные с тем, что данная территория является территорией особо охраняемой природной территории, это заповедник. Опять же, невозможность передачи передачи третьим лицам, вообще сомнительность этой конструкции юридической, когда собственность, когда вроде бы объект передается в аренду, но жилые строения, они фактически, ну не фактически, юридически являются собственностью стороны, российской стороны, конкретно, да, ФСО. То есть довольно просто огородив, да, вот эту территорию забором, и, соответственно, даже забор является собственностью, которая очень четко определяет находящиеся за забором, и вот вы как бы лишаетесь возможности считать эту территорию, на которой распространяется ваша юрисдикция. Поэтому я вот все это веду к тому, что на самом деле между властью и обществом существовал диалог совершенно по более широкому спектру вопросов, и эти вопросы куда-то плавно исчезли. Надо сказать, что даже парламент как бы более широким кругом вопросов озаботился, потому что были встречи в Москве, в которой уважаемый присутствующий депутат тоже участвовал, где поднимались вопросы гораздо более широкие, да, чем вот координатные точки. Я напомню, что даже был такой вот проект поправок с абхазской стороны, где и вопросы отчуждения третьим лицам проговаривались, и проговаривались вопросы недопустимости отчуждения третьим лицам, и даже проговаривалась возможность того, что если, скажем, да, договор прекращается, денонсируется, что Абхазии может быть, хотя бы может быть, возвращены объекты недвижимости, которые там находятся. Да? Вот более широкий. Потом опять дискуссия куда-то затихла, опять она прекратилась, опять она стала закрытой, хотя она, как бы, были намеки на то, что она будет открытой, но опять не случилось, опять мы оказались вот в ситуации, когда происходит некий обмен. Андрей Львович, я просто как высококлассный специалист вас хочу спросить. Насчет... На этой стадии. Да. Вот я хотел бы... Могут ли быть внесены, опять же, пусть даже технические правки в документ после его подписания? Вы знаете как, вот относительно термина технические правки. Ну, это давайте, не важно, вы понимаете. Нет, давайте мы откроем законодательство, давайте мы откроем Венскую конвенцию о праве международных договоров и посмотрим, где там вообще слово «технические ошибки» упоминаются. Да? Насколько мне известно, вот этот обмен нотами и внесение, можете меня поправить, может я ошибаюсь, потому что опять же мы не знаем подробностей этого процесса, что обмен нотами и вот эти вот внесения изменений в соглашение происходит на основании статьи 79, да, Венской конвенции о праве международных договоров. Но эта 79-я статья, она не действует без статьи 48-й тоже конвенции, которая говорит, в каких случаях можно вносить изменения и о каких ошибках идет речь. Статья 48 Венской конвенции определяет, что два вида ошибок. Первая ошибка, которая является относящейся к событиям, фактам. Я поднял различные комментарии международные, в которых говорится, что часто
стороны ошибаются в определении границ. Это частая ошибка, она относится к предмету договора, то есть это территория. То есть для государства важно, сколько территории оно там, как оно разграничивает. Да? Обычно речь идет о разграничении границ, да, между государствами. Это очень важно. Но в нашем случае мы говорим о территории внутри Абхазии. Конечно, для нас важно, сколько гектар останется нам и сколько гектар возможно. Поэтому это объект договора. Объект — это все то, о чем... И объект договора — это не техническая ошибка, это серьезная ошибка. И в таких случаях, конечно, здесь создаются согласительные комиссии, готовится протокол. Но опять же, документ находится на ратификации. Я считаю, что ни Венская конвенция, ни российский закон о международный договор, ни наш закон, который предоставляет возможность исправления только после ратификации, не позволяют вносить изменения. Я прошу обратить внимание, что есть пункт 3, часть 3, вернее, статьи 48 Венской конвенции, которая как раз и определяет порядок использования статьи 79 исправления ошибок. То есть этот пункт говорит, ошибка, относящаяся только к формулировке текста договора, не влияет на его действительность и так далее. То есть речь идет, и опять же, это не мои слова, это не слова Саида Гизердавова. Возьмите комментарии, хоть российских, назову имя там, Талалаева, Лукашука и других, да, возьмите заграничных авторов, они все как один говорят, что исправлению на данном этапе, да, на данном этапе до ратификации между подписанием и ратификацией подлежат лишь вот грамматические, незначительные орфографические вещи. То есть этот процесс, очевидно, да, носит незаконный характер. Да. Я хотел бы здесь тоже прокомментировать касаемо высказанного сейчас уважаемым коллегой. Да, на самом деле у нас происходили встречи в Государственной Думе по данному вопросу. Мы в составе определенной делегации ездили, встречались с руководством Государственной Думы. На этой встрече присутствовали непосредственно руководители федеральной службы, которые по существу являются лицом, которые берут в пользование данную дачу, да, нашу Пицунскую дачу. Вы так сформулировали, вернее, тезисно, да, что территориальное верховенство, изъятие территории, там заповедник, жилые строения. Ну, по сути, тогда получается, что мы не только по данному соглашению имеем вопросы, но и по тому соглашению, которое было подписано в 1995 году. Почему? Потому что эти нюансы, которые мы сейчас озвучиваем, они и в том соглашении тоже были прописаны. По старому соглашению они отдавались в бессрочное пользование. Территория 186 га, она не появилась сегодня, она по территориальным границам предыдущего соглашения осталась в тех же рамках, без учета тех координатов, которые были ошибочно применены к этому соглашению. Исходя из этого, я так полагаю, что мы говорим еще в случае, если будет денонсирован данный договор, право собственности, да, на здание, которое сейчас по этому соглашению должно отходить Российской Федерации, что мы можем за собой оставить право, чтобы оно вернулось к нам. Но мы понимаем, что этот объект, это государственный комплекс государственных дач, там идет за литером 8, 9, 10, это 3 корпуса 1958 года. Ну, всю эту предысторию мы прекрасно знаем и после войны нахождение там. Тогда на тот момент, если не ошибаюсь, было Государственное управление охраны, после этого оно уже преобразовалось в Федеральную службу охраны. То есть получается так, что эти здания уже претерпевают такое состояние, что они рушатся, крошатся. И там на встрече в Государственной Думе коллеги нас уверили, что весь смысл и посыл того, что именно будет меняться право собственности на объект, оно исходит и вытекает из того, что федеральный бюджет Российской Федерации не подразумевает такую статью, чтобы определенно выделить средства за пределами Российской Федерации, вкладывать не в свою собственность, а понимаем, что дача, она как бы необходимость стоит, это острая, чтобы не реконструкцию текущий, там ремонт провести, а произвести капитальный ремонт. Этот аргумент мы от них услышали. Что касается справедливости, да, вот если мы уже говорим о том, что у нас
кто-то сомневается, что, может быть, это частным образом кому-то нужно, то есть, а нужна ли это государственная дача руководителю Российской Федерации. Ну, такие вопросы же тоже задаются. Нас в этом опять-таки уверил и по приезду сюда господин Володин, спикер Государственной Думы, где он однозначно выразил свою позицию и сказал, что исходя из того, что это соглашение было до этого, оно работало, оно вопросов не вызывало, и исходя из того, что сегодня мы хотим для того, чтобы направить с федерального бюджета средства на капитальный ремонт этой дачи, вы, получается, абхазская сторона, ну, как бы не хотите нам в этом пойти навстречу, то есть вопрос формулируется именно так, то есть это все создает определенный фон, мы об этом тоже должны, как говорится, помимо юридических составляющих, мы еще должны понимать и полагать, какой фон создает на наши отношения не решение, либо решение, получается, данного вопроса. Эта территория в 186 гектаров, я еще раз хочу повториться, если мы говорим как о заповедной зоне, ну, я житель города Гагра, мы часто бываем в Пицунде, порой доводилось на катере отплывать со стороны, видеть территорию этой госдачи. Мы видим территорию этой госдачи, она как вот такая вот зеленая шапка, каждое дерево пронумеровано, то есть там все идет, как говорится, в соответствии с понятием заповедная зона, и уже где территория этой госдачи заканчивается, уже идут наши территории с таким же заповедным насаждением, которые были до этого, но мы видим, что там стоит, извините за выражение, 3 кривых дерева, среди них шашлык кто-то жарит, кто-то цинкарем, бетоном заливает, то есть в этом плане я считаю, что заповедник, он больше сохраняется, потому что у них сегодня есть больше возможностей сохранить в таких условиях тот объект, нежели мы могли бы это сделать. И помимо всего этого также хочу подчеркнуть момент, что если бы отдавалась какая-то новая территория земельного участка в 186 гектаров, тогда я бы, наверное, больше как бы принял бы эту позицию, что это как-то звучало бы так, что вот мы на самом деле отдаем, кто-то еще умудряется применить термин, что мы продаем эту землю. То есть, если это был бы новый объект и новая какая-то земля, которую просто мы хотим жест Абхазии там, сделать дружественное своему стратегическому своему партнеру и союзнику, это было бы, носило бы другую форму. Но тут мы понимаем исторически образование вообще этого объекта, понимаем их пребывание там и насколько это все стратегически важно сегодня, учитывая все, что вокруг нас происходит. Я как бы хочу, чтобы мы после того, как мы вот юридическую сторону закончим, чтобы мы об этом тоже как бы поговорили. Я извиняюсь, что я такую ремарку вставляю, но имея возможность на те вопросы, которые вы формулируете, я считаю, что мы касаемся и соглашения 95-го года тоже. Почему? Потому что непосредственно вот эти тезисы, которые вы озвучиваете, они касаются и предыдущего соглашения тоже. Но тогда у нас не было вопросов, а сегодня они, получается, что возникают. Я и здесь присутствующие, насколько мне известно, Да. они не ставили под вопрос возможность использования этого объекта российской стороной. Так вопрос, насколько я знаю, никто не ставит. Все правильно. Все Вот. правильно. Что касается, почему... Но посыл Вот, так выглядит, да, давайте нет. тогда будем более Ну, конкретны а в своих кто вы- выражениях, вы что понимаете? мы же говорим, вот подождите, я извиняюсь, Да. вот Да. к вашему сказу, мы же говорим, чтобы мы хотели бы, чтобы в этой статье, в соглашении была статья, которая не подразумевает передачу третьим лицам. Но мы же понимаем, что у нас вот в 6 статье идет формулировка: российская сторона обязуется использовать данный объект, земельные участки, акваторию исключительно в целях, обозначенных в соглашении. У нас же в соглашении не прописано, что мы можем передавать это третьим лицам. А тут написано, что ФСО будет использовать непосредственно только, исключительно, то есть как бы целевым своим назначением, исключительно в этих Там целях будет третьим использоваться объект. лицам это субаренда фактически речь идет. По сути, да. А в 95-м году, которое было соглашение, там оно было как бы Субаренда. прописано, что они могут извлекать прибыль из этого Да. на содержание самой госдачи тоже. То есть, послушайте, ну вот наша видите, вытекают вопросы да. одно из другого. Ну, наша задача, я считаю, что изначально теми, кто работал над этим документом, были допущены ошибки в подходах, понимаете, которые породили вот эти все проблемы. Если бы это все делалось транспарентно, с участием представителей парламента, проводилась бы какая-то общественная экспертиза. Вот, например, я хочу вот привести в пример работу Давида Чичевича Пири. Вот они создали Конгресс абхазского народа, они с актуальными проблемами объездили все села, обсуждали, понимаете. Я вот хочу напомнить, у нас была такая практика, когда мы работали над договором о союзничестве и стратегическом партнерстве, у разных политических сил были серьезные претензии к этому документу. И перед тем, как мы приступили к процедуре к внутригосударственным процедурам по его вступлению в силу, прошло такое масштабное достаточно общественное обсуждение этого документа.
И в результате наш союзник, кстати, не те, кто вел переговоры с нашим союзником, они не обвиняли часть общества, что они хотят российские интересы подорвать. Мы вместе сделали очень важную работу. Тут нужно и Амсахара поблагодарить, и АРО, и все политические силы, которые в этом участвовали. Мы получили сбалансированный документ. Кстати, вот в 2024 году срок его действия истекает. Вот, надо этим тоже вопросом озаботиться. Вот. Мне кажется, что здесь изначально были допущены большие ошибки, и нужно это признать. И получилась из этого политизация вопроса. Сейчас, конечно, что этот вопрос стал и вопросом престижа для России. То есть мы этого всего могли избежать, если бы подходы к выработке этих документов были иными. Чтобы не в последний момент, когда уже документ подписан, всплывали все недостатки этого документа. Вот в чем проблема. ديال خراكتشا أدق بحال بأن مشير لا حيكون شذي وسامي بزينة حيبدرو ده برياتو سجنتر شلا شيب شغوا أجمل شا حفصوا حفصت رقص شيء خير برشا عايزيشتر وش شلا شرشخونا وبريالا خس خويت حسا جزام يجوز خوبريو أتصرز مو دار يزقط أو عوب شريخة أبرز كييكشس أخبيش ولا خوشك ساس سفيحة وبيزبنزر سكرجي اشتبتك يتسخي استمر ولي بزين ولا شو عيب الشرنسوز عيب الشرش تخي راح تقلز شخص بشيني في جوق ورزح نبري أبقر عن حدا حقل ورسبلي حرا حبجارة عبري خيبش صلي بو عبري سقوالا شو صلي قلو Владислав Григорьевич Абриакян, наконец-то у нас межгосударственный договор появился. Из Галашо из Бензер, а глаза еще бузихан, а силу обкараду знапаться за хюнткара хамадзамыз арурсулад. Ерехе охоп ширги. Харихат гулу, харахган хелип шо, абрин хо вау хазб хадзо. أبري حرا خبشم رخصت زردا واحد يجبود حقوه عايق وسيق ويخو كرتوا لي حياب ورد حرا واو حق حرب خدزوم ترتوا لي جواز ويقرا جي حرا قريو حرتهم ويمر بيلاروسي جي عبجوب خوتشلا حيلركا وينالغا حرا حاخر خضر خو ينالغا عبرجوب حوان زي ويقرا حرا حقنا خالي بشزوم الزكون كرتوا لي رد كلز يانا غوبريوب عبرازك أتوم ميلاد إمتنا بسنرا أمس خالر قطني نبي عايجة برادي يليقو حبي شرط كذا أما أبري خارج كنت في سريبا حو شخو بالشقا عروة أبسمتول يقو غور صور مع بوليتيكي مبرجو جرا ريستوران كجوج بخو عروة بنا يرجوا واتكرجوا ما ربجر دوني تشاجو عمينوني صوج بخو شبلا يخزم درا رخص رجعون زيجي إزبنزر وبس أتصرموب أبري أوا أقيم رقمتسو بسنريك خو حراسة خوزي أقيم رقمتسو ويدق زي ما قالوا تمشينا كوي جاسر كوي جا حخي زنك يوم تخنبقة وبريجي يرزنا كلا خرياتني شقطو يبشنا قاعو عباس ورسبلي حريخة حق زاشاخو وبريقنت حرباس يقو زكا بندو فقرة دشة حنت كرة كشيء مكان إحنا بتصحى ميزز يخذ موسيقى كرتولو ما تركتولو قوم أوروبا قوم أمريكا قوم دشة كيتاي قوم إنديا قوم يوزع حمد زم يخمو يخا ورستولا федерацию усанавха урысфило озер это дружественная нам страна усами дарих за его хунткару абри документа усад звалас, дорогие усадарвалан хахтуи усадарон, агхахалей, аха пицунда псо, ахя жау замихо, пицунда ахя ячухароб, наина скагани ихо брахя скагана, ташкалу ихозер, усагун гварьеру брахя чихазги, раз это хузи вы метрах, сантиметрах, угидара капандун, аймак халон, аха, ара, агха ихалас, أبري أجر جرا كالس خب جرا عكس خيس الخبحة
يزبنيخ يتسازر حراسة خوز ودخل خط أخو سامو بربري مشير اللي يخلص يختصر ну и умрешь, замара хатрызку сайду сихет на таком-то этапе невозможно ничего исправить. Между Россией и Абхазией, ребята, на любом этапе все можно исправить. Все. Ибо когда мы говорим о международных законах, это тогда, когда весь мир нас признал. А нас признала маленькая горстка государств. И потому мы с россиянами можем на любом уровне договориться. Да. Я заканчиваю, дорогой Саид. Я извиняюсь, наши законы, мы должны следовать нашим законам. Раз это хуже. Я не говорю о международных, я говорю о том, что есть наши законы. Мы себя уважать должны, мы себя как сторона должны уважать. Конечно. Ну а что из этого не следует? Вы говорите, что на любом этапе. Ну как на любом этапе, когда единственное, что им позволяет, тем людям, которые обмениваются нотами, единственное, что им позволяет, это международные вот эта вот конвенция международная. Единственное. Нет, но человек аргументирует иначе. Он говорит, что мы должны фактическими отношениями руководствоваться. Вот о чем речь идет. Наберитесь терпения, дослушайте, пожалуйста, дорогой. Значит, между Россией и Абхазией за последние 30 лет было очень много таких моментов, когда и россияне по их внутренним законодательным актам не могли на какие-то шаги пойти. Были такие моменты, но они пошли. Пошли для того, чтобы в какой-то момент оказать нам большую помощь. Мы же в какой ситуации находились? Мы были выброшены буквально в открытое пространство из системы Советского Союза. Никаких гарантий у нас, подписанных международных документов о том, что мы будем в неприкосновенности, что мы будем в безопасности, у нас не было. И потому малейший какой-то шаг, почему Владислав Григорьевич, я это подчеркиваю, радовался в 1995 году. Вы же помните, какая сила на нас давила, когда в 1994 году, 14 декабря, закрыли границу. Мы в какой ситуации оказались? Мы же были полностью изолированы от внешнего мира. Кто нас поддержал? Кто нам руку протянул? Кто нам помог? Когда страны СНГ встречались, единственный человек, который возразил, не стоит блокаду им объявлять, это был Лукашенко. Он единственный человек. Может быть, кто-то еще, я не знаю. Нет, Давид Чичич. Да. Я эти тонкости не знаю. Но тогда... мы прошли эту историю. Когда мы сегодня рассматриваем проблему нашу сегодня, но мы забываем контекст. В 1994 году Россию возглавляло руководство, которое не очень дружественно относилось. Естественно. От него проистекали все эти санкции. Не хочу вас расстраивать, что сегодня и в правительстве России есть люди, которые не особенно дружественны к нам относятся. Но я вам скажу, что в России тогда тоже были симпатизирующие Абхазии люди. Были. Да, которые помогали по мере возможности. Конечно. Два. Конечно. Когда была создана с участием России международная система безопасности. В краеугольным камнем ее были коллективные силы СНГ по поддержанию мира, фактически российские миротворцы. Конечно. То есть в ходе переговоров это все было сформировано. Вот пройдя все эти сложные этапы, мы прошли на... мы миротворцы в 94-м стали. В 94-м году, прошу прощения. Эти все перипетии сложные, геополитические, переговорные и так далее, мы вышли, наконец, на уровень межгосударственных отношений с Россией. Я себе даю отчет в том, что у нас асимметричные отношения, что Россия де-факто выступает покровителем и Абхазии по обеспечению безопасности, свободных там торгово-экономических. Да, ну это одно и то же. Покровителем хорошо гарантом выступает. Это я отдаю себе отчет. Я тоже себе отдаю отчет в том, что Россия совершенно не обязана платить за наше потребление электроэнергии из своего кармана. И это все наши внутренние дела. Я считаю, что нам всем, вот на нашу сегодняшнюю встречу, я смотрю на как диалог, который должен способствовать тому, чтобы мы сами себе, наконец, посмотрели на себя сами, чтобы принимали какие-то сложные, может быть, непопулярные решения совместно. У нас здесь не просто оппонирование. Я считаю, что мы должны выработать
какой-то общий национальный курс. Я здесь оппозицию не представляю, так же, как вы не представляете здесь власть, Давид Чичич. Конечно, нет. Да, вот, исходя из этого, я думаю, что мы должны с нашими партнерами, у нас очень, например, в 2014 году очень сложные были переговоры по этому договору о союзничестве и стратегическом партнерстве. Мы друг друга поняли. Вот, в результате этих переговоров российская сторона поняла, что абхазы хотят иметь собственное государство. Не только просто с атрибутами, они хотят сами реализовывать вот этот творческий процесс государственного строительства. Мы очертили определенные рамки. Я хочу, чтобы мы и дальше так следовали. Поэтому мы должны уважать свои законы, должны признать, где мы допустили ошибки, должны понести ответственность люди, которые допустили эти ошибки. И потом, вот этот просто договор нельзя же в контексте просто изолированно рассматривать. Давайте мы шире на все это посмотрим. Это не только российско-абхазские отношения. Наша власть, к сожалению, по базовым вопросам не ведет никакой диалог с обществом. Что нужно сделать? Вот сейчас мы с вами на русском разговариваем. Мне трудно с вами на абхазском разговаривать, Давид Чичич. Понимаете? Нет, я вот что... Да, что я вам хочу сказать. Базовые вещи. Какой экономический базис у нашего государства должен быть? Что нужно сделать, чтобы сохранить абхазский язык? Как улучшить демографию? Все вопросы, которые наша власть ставит, это Пицунская дача, апартаменты. И, я вот в основном вот этот информационный фон. Может, это неправда, но существует только то, что в информационном пространстве звучит. Вот я вам... Да. Вот эта ошибка, она какие-то последствия, какие-нибудь последствия она Нет, я принесет? что хочу сказать? Да. Я понимаю, что, может быть, я чуть-чуть в сторону ушел, но мы должны, вот этот весь спектр должны учитывать. Мы должны с Россией выработать такую форму отношений, чтобы они понимали, вот здесь это абхазский суверенитет, они уважают свою территорию, уважают свои законы, они хотят самосохраниться, давайте мы им поможем. Кстати, обратите внимание, в договоре о союзничестве и стратегическом партнерстве есть статья, где Россия берет на себя обязательство помогать в содействии развитию абхазского языка, например. Да, понимаете, такое было положение, было подписано. Вот поэтому мы не должны создавать прецеденты, когда мы будем игнорировать сами. Если мы сами не будем уважать, кто будет уважать? Вот эта ошибка, она никакие последствия не повела. Или мы что-то потеряли А если от мы не этого? шумели? А вот это другой Если вопрос. мы не уже. шумели, это Это уже прошло. другой вопрос. Если бы мы не шумели, если позволите, я отвечу. Уважаемый Саид, я вынужден вам ответить, записал здесь пару вещей. Совсем коротко, одной цитатой, значит, мы с вами на телевизионном эфире вопрос суверенитета очень подробно обсуждали, просто для телезрителей вы сегодня еще раз затронули. Я напомню статью 6 данного соглашения, где написано: эксплуатация объекта не может осуществляться в ущерб суверенитету, безопасности, политическим, военным, научно-техническим, экономическим и экологическим интересам Республики Абхазия. То есть само по себе соглашение включает в себя вопросы обязательного соблюдения суверенитета нашей страны. Этот вопрос я снимаю. Теперь, значит, по поводу внесения изменений и подписания. Если начать в целом с общей теории права, вам хорошо известно, может быть, сейчас не процитирую, что из себя представляет любой договор в целом, да, в широком смысле. Это соглашение двух или более лиц об установлении, изменении, прекращении прав, обязанностей, ну, такой в широком понимании этого слова. Республика Абхазия и Российская Федерация изъявили намерение подписать договор, в котором есть права и обязанности абхазской и российской стороны. Главным существенным предметом этого договора, самым главным предметом этого договора является факт передачи определенного объекта в существующих границах, где сегодня, если я не ошибаюсь, забор стоит, передать его в пользование Российской Федерации, ну или изменить условия передачи в пользование, потому что по факту соглашение уже есть. В этой связи я тоже как-то мне показывали эфир, говорили о том, и сегодня говорите о том, что исправление ошибок в текст этого договора на этом этапе невозможно. Я с этой позицией категорически не согласен. Категорически не согласен. Потому что, значит, во-первых,
Наш закон о международных договорах в первой же статье говорит о том, что международные договоры Республики Абхазия заключаются, выполняются и прекращаются в соответствии с принципами и нормами международного права. Здесь речь идет об общих принципах международного права. Дальше идет конкретизация Конвенции о праве международных договоров, Венская конвенция 1969 года, Конституции, положениями самого договора и настоящим законом. То есть это специальный закон. Теперь упомянутая конвенция в статье 79, которую вы в том числе упоминали, говорит о том, что исправление ошибок в текстах или в заверенных копиях договоров. Если после установления аутентичности текста договора подписавшие его государства и договаривающиеся государства констатируют с общего согласия, что в нем содержится ошибка, то эта ошибка, если они не решат применить другой способ, исправляется путем. Обращаю ваше внимание. Если они не решат применить другой способ, то есть это расширительное толкование. Вот общая теория права, применительная к этой статье, говорит о том, что общая теория нам предоставляет свободу, если есть общее согласие двух сторон, внесения изменений. Что и произошло. Что фактически произошло? Две важные вещи. Вещь номер один. Намерение абхазской стороны и российской стороны передать объект в тех границах, в которых есть, не изменился. В том числе после выявления технической ошибки. Еще раз обменялись письмами, подтвердили, что да, действительно такое намерение есть. Теперь вы говорите о том, что на данном этапе вносить изменения нельзя. Я вам привел норму международного права и говорю, что можно. В то же время, если исходить вашей логики, я должен вам продемонстрировать. У меня здесь есть две официальные ноты. Эта нота, вам должно быть, у вас должно быть на памяти это. Это нота МИДа, значит, первое, это нота МИДа иностранных дел Российской Федерации, когда Российская Федерация обращается к МИДу Республики Абхазия и, ссылаясь на договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией, подписанный в 2008 году, значит, в ходе подготовки к ратификации указанного договора в его тексте на русском языке были обнаружены ошибки технического характера. В целях их устранения российская сторона предлагает внести в текст статьи 15 следующие технические исправления. И вот одно из исправлений следующего характера. Договаривающиеся стороны в торгово-экономических отношениях обязуются предоставлять друг другу режим не менее благоприятный, чем представляется в любому третьему государству. Это серьезное внесение изменений, конечно, которое на практике было обозначено как техническая ошибка. На что у нас, причем по датам сориентирую вас, это было 25 сентября 2008 года. Значит, на что отвечает наш абхазский МИД, Министерство иностранных дел Республики Абхазия уже выражает согласие с предложениями российской стороны по внесению исправлений. А ратификация это 25 сентября. А 27 сентября большой наш договор был ратифицирован. Если следовать вашей логике, то те изменения, которые были изменены в тот период, были незаконными, значит наш большой договор незаконен. Поэтому я в качестве пример двоякий. Первая часть этого примера, что у нас уже такая практика есть, была, и мы ничего нового не создаем. А вторая часть — это ваша, значит, позиция о том, что это невозможно. Вот я парирую, говорю, нет, это возможно, ссылаясь на нормы международного права и на существующую практику. И я заканчиваю. Значит, несмотря на то, что мы, Саид, с вами в большей части дискутируем, я очень рад, что у нас с вами есть одна общая позиция, и мне ее буквально вчера, значит, представили. Я рад, что есть что-то, что нас с вами роднит в плане правовых позиций. Я вас процитирую, Саид. Вы сказали, если российская сторона вдруг захочет отчуждать объект на самом деле, но в договоре написано, для каких целей она будет использоваться, он объект, если будет отчуждаться совершенно другим организациям, это будет не ФСО, то тогда поменяется цель договора.
Ну, тогда это был, когда вы вместе были на Апснахабар. Ну, тогда вы говорите, мы можем сказать, что это существенное нарушение договора, мы можем его аннулировать. Такой вот момент есть, поэтому российская сторона все-таки, наверное, не будет совершать тех действий. Все-таки серьезные стороны подписали этот договор, и я думаю, что, в принципе, они заинтересованы в том, чтобы эта территория находилась под их контролем. Это ваши слова. Если я их правильно понял для себя, вы подтверждаете мою позицию, мое убеждение о том, что статья 6 устанавливает строгое целевое назначение этой земли, и в отличие от соглашения от 1995 года, соглашение, предлагаемое на ратификацию, по этому соглашению отчуждение этого объекта невозможно. Вот я рад, что здесь у нас есть совпадение позиций. Да, я тоже хотел бы, конечно, прокомментировать. Я не ожидал, что так невнимательно будут меня слушать, потому что, я еще раз повторю, когда речь идет об ошибках, надо различать виды ошибок. Да? Есть ошибки, которые относятся, опять же, международное право четко говорит, к фактам и событиям. И есть ошибки текстуального характера. Вот на ту статью 79, которую вы ссылаетесь, совершенно четко в статье 48 Венской конвенции международного договора говорится, когда она применяется. Она применяется исключительно в случаях текстовых ошибок. Нельзя на это глаза закрывать. Мы же юристы, да, мы же не можем игнорировать одни нормы. Потом относительно, я в принципе вам уже отвечал тогда относительно суверенитета. Да, есть формальная норма, которая говорит о признании суверенитета. Но есть мое заключение, не знаю, оно известно, но раз есть распечатка там моих этих голосовых выступлений, наверное, и с этим тоже можно было ознакомиться, где совершенно четко говорится о том, что вопросы суверенитета входят в противоречие с целым рядом положений. Сейчас я не буду удлинять, я могу еще раз это опубликовать. Я привел целый ряд норм, которые очевидно влияют на наш суверенитет. Они его существенно нарушают. Они как бы выходят за рамки тех возможностей, которые как бы государство позволяет своим даже самым ближайшим партнерам допускать. Выходят. Вот у меня такая позиция. Я от нее никогда не отказывался и не откажусь. И относительно какие я уже подробно, мы можем передать. Мы можем официальным письмом передать, если там очень четко, при том, что давно висит и опубликовано даже разными средствами массовой информации. Ладно. Относительно вообще сравнений с этим договором 95 года, соглашением 95 года. Есть существенная разница между ними. Мы не говорим о том, что как бы новое соглашение фиксирует ту же самую ситуацию. Отнюдь не фиксирует. Опять же, возвращаю вас к своему заключению, которое я сделал. Там четко написано, да, и даже судебные процессы, вы прекрасно знаете, были, которые связаны с тем, что к этой территории также приписывается и территория с жилыми домами, там, большое количество жилых домов, да, опять же, в заключении вы это увидите. Акватории. Там продолжаются споры. А потом... Судебный процесс, но мы же знаем, какие ордера у них были. У них были ордера, которые не подразумевают вступление в наследство и продолжение. Что житель, который сегодня там ордера живет, им меняли. По этому соглашению... Да. Есть заключение уполномоченного по правам человека, где все эти проблемы очень хорошо обозначены. И письмо на имя парламента тоже. Но мы, опять же, можем это тоже предоставить. Опять же, акватория здесь тоже не оговаривается. Потом я возвращаюсь к этому аргументу о бюджетном кодексе. Мне тоже стало интересно. Мы перерыли, я уже как бы не надеясь, да, на свои силы обратился к силам экспертов в научном институте российском, юридическом, известном вам. И тоже не нашли коллеги. Но мы нашли интересную норму, которая как бы вообще не ограничивает. То есть, например, российской военной базе позволено, да, проводить капитальный ремонт за свой счет, совершенствование, при том, что они впоследствии возвращают это Республике Абхазия. Это у меня есть эта норма. Коллеги, можно я чуть-чуть вмешаюсь? Интересная идет полемика. Я считаю, что эту полемику нужно обязательно перенести, поскольку ваша позиция в том, что могут вноситься на этой стадии изменения. Мне кажется, что эту полемику
нужно перенести в стены парламента. У нас же нет спешки. Это не такой документ, от которого зависит безопасность Абхазии, наша жизнь и смерть, вот такие вещи. Я предлагаю, поскольку уже есть прецедент внесения изменений в этот документ, чтобы эксперты, депутаты, которые разные позиции представляют, они сели, обсудили, наконец, вопрос, транспарентно сделали ситуацию. И тогда, может быть, вы друг с другом снимете эти проблемы, которые вот сейчас мы в эфире должны обсуждать. Мне кажется, эфир, конечно, хорошо, что мы это все обсуждаем, но еще лучше было бы, если бы вы это все обсудили бы, создали бы какую-то согласительную комиссию в парламенте. У нас же нету, что к какому-то сроку, к юбилею Великого Октября что-то нужно ввести в действие. Давайте снимем эти проблемы. Я хочу вот вам пример привести. Вот в 1931 году абхазцы, вдурившись, собрали сход антиколхозный с требованием против советской власти. Что сделал Нестор Лакомба? А там собрали советские, это НКВД войска поставили, броневики поставили, хотели их расстрелять. Он же мог сказать, а и что стрелять? Он отдельно с ними встретился. Потом он пошел на этот сход, сказал, спасибо вам за то, что вы собрались, потому что вы нам указали на наши недостатки в колхозном строительстве. Мирно сходу распустили. И, кстати, Абхазия один из немногих примеров, когда колхозное строительство не сопровождалось массовыми депортациями, расстрелами, вот всем этим. Относительно гладко, мягко. Вот какую роль сыграл абхазский руководитель. Вот, понимаете? То есть он использовал вот это возмущение нашего народа для того, чтобы пустить этот процесс, а он гигантский был, вы представляете? Он объявлен был Сталиным. Какое время было? Чтобы он пошел по такому, он и личные связи использовал, чтобы он пошел по такому мягкому пути. Вот сейчас, мне кажется, у вас есть и масса примеров и в абхазской политике. Возьмите, сядьте, профессионально этот разговор, перенесите в стены парламента. Потом, может, проведем какое-то открытое слушание. Может, вы найдете перечень вот этих вопросов, которые вот сейчас озвучивает Саид, допустим. Сядете, их обсудите. И депутатам тоже будет интересно, они будут вооружены аргументами перед тем, как они будут голосовать. Один вопрос. Да. Вот, чтобы я понимал, Саид, вы просто в своей речи сказали такую вещь, невнимательно слушать. Я не слушал, я цитировал то, что вы сказали. Правильно я понимаю, мы одинаково мыслим в плане возможности передачи третьим лицам? Вот так вот, топиком. Я считаю, что данное соглашение, по данному соглашению, по 6 статье, данный объект не может быть передан третьим лицам. Вы так не считаете? Не считаю. Потому что То, бывают что вы говорили, противоречия, потому что правоприменительная практика часто показывает, что не следует точно букве закона, если нет прямых запретов. Нам сказали, а это не запрещено. Но передача не запрещена, это каким-то образом соответствует целям договора. А в том И случае, можно найти, если подгадать, они как в это связи с соответствует. отсутствием ответственности передадут этот объект третьим лицам, И это как вы будет спросите, считаться если- существенным условием нарушения договора, мы можем его аннулировать? Если будет сформулировано таким образом, что это соответствует целям, ничего вы не сделаете. Каким целям? Ну Охраны, вот, там четко прописаны Да, цели. да, может Вот и я так. поэтому вам говорю. Я с вашего Вам 2 часов не хватит, чтобы снять эти проблемы. Просто я процитировал то, я что вы боюсь, что сказали. я Сейчас, обращаюсь к Давиду Чичичу, поднять сейчас, не сейчас, палату сейчас ответ правильно? совсем другой. Давайте Вы сказали сделаем одно, а этот сейчас формат. ответ другой. Можно вам один вопрос задам? И вот, да, очень интересный. Вы говорили о том, что вот, значит, про координаты. Значит, с этими географическими точками есть проблемы. Значит, надо вносить поправки. Вы видели ответную ноту МИД, и он не против того, чтобы внести поправки. Ну, значит, надо продолжить работу, переговоры по этому поводу и прийти к тому, чтобы это соглашение было подписано. И в Значит, надлежащем в надлежащем виде виде приведено, самое, да, да. и подписано. Значит, в целом, как бы, подписание соглашения вы поддерживаете. И вот у меня абсолютно конкретный вопрос. Давайте. Очень меня интересует. Вы сказали, я считаю, будет крайне плохо, Да. если мы придем к тому, что это соглашение выйдет на ратификацию и его не ратифицируют. Согласен, Вот абсолютно. вопрос. Будет крайне плохо. Что именно будет плохо? От кого плохо и для кого плохо?
Я отвечу по порядку тогда на все вопросы. Я на него в конце тогда отвечу. Хорошо? Я просто записываю, да, что вы говорите. Ну, что касается 6 статьи и пункта того, что о целях, да, когда мы говорим. И вы вот в пример приводите 4 статью, да, старого соглашения 95 года. Вы как-то говорили о том, что вот в 4 статье старого нашего договора существует согласительный порядок передачи в аренду этого комплекса. В 6 статье подписанного, но не ратифицированного соглашения вообще нету речи о том, каким образом абхазская сторона будет реагировать на передачу третьему лицу. Вот самое важное. Тут хотя бы, еще раз повторяю, если мы не принимаем то, что будет передано третьему лицу, тогда в ход идет 26 статья, верно? Да, точно, 26 статья. Я вас еще раз, извините, очень извините меня, может, я продуктивно себя веду, но я считаю, что такие споры в рамках двухчасового эфира не решаются. Мне кажется, принципиально надо решить вопрос, создать согласительную комиссию. Ну, мы создадим, поговорим. С учетом того, что встретились, уже договорим. Да, Мне очень интересно ответ на мой вопрос. Нет, я думаю, что это прежде всего я обращаюсь к депутатам парламента, потому что, вы знаете, будет такая ситуация, когда одни будут опять очередная поляризация, понимаете? Политизация этого вопроса. Нам в отношениях с Россией это совершенно не нужно. Поскольку вы пошли по пути внесения каких-то изменений на этой стадии, значит, у нас есть возможность создать согласительную комиссию в рамках парламента, включить людей с разными точками зрения, внешних экспертов включить, пусть они поспорят, привлечем оба канала наших общереспубликанских, АБАЗа и АГТРК, чтобы они сделали репортажи по этому. Я прошу прощения, вы настаивали на сегодняшней встрече, и сейчас на встрече вы нам говорите, давайте закончим встречу и в другое место перейдем. Нет, я хочу продолжить. Мы услышали, Это мы же вашу позицию услышали. Вы, пожалуйста, я вас очень уважаю. Взаимно. Не интерпретируйте, пожалуйста, то, что меня я этого не подразумевал. Я очень Значит, я вас благодарен. неправильно понял. Вы неправильно меня поняли, к сожалению. Я очень благодарен, что мы встретились. Вот. Я надеюсь, мы встретились для того, чтобы решить вопрос в интересах нашего народа и государства. Правильно? Такая же у нас задача. Поэтому мы давайте не будем устраивать из этого просто межпартийные какие-то. У нас совершенно другой формат с вами, с учетом того, что пригласили Давида Чичича и меня. Вот. Поэтому я вот предлагаю профессиональный спор юристов перенести в стены парламента, не делать спешку, сделать ситуацию транспарентной, используя этот эфир для того, чтобы обратиться по этому вопросу к парламенту и снять эти вопросы. У нас будет А что является предметом спора? Я не совсем понял. у нас много других будет возникать вопросов. Давайте создадим здоровую практику, улучшим атмосферу полемики у нас, что мы друг на друга не кричали, не обвиняли в чем-то, ярлыки друг на друга, российские, пророссийские, антироссийские. Давайте мы друг с другом будем разговаривать так, чтобы оздоровить просто моральный дух какой-то в нашем обществе. Парламент на себя сейчас это может взять. Мы сейчас, потому что политические силы могут войти в клинч, вы понимаете? Сейчас вы можете эту ситуацию разрядить. Думаю, и парламент, и общественная палата, если мы чем-то можем быть полезны со стороны людям, давайте мы... И будет такая у нас хорошая практика выхода из вот таких спорных ситуаций в общий национальный интерес. Вот еще раз я вот обращаюсь к нашим уважаемым депутатам, не спешите, сделайте все правильно, и мы выйдем с честью из этой ситуации, поверьте мне. Все вместе. Да. Вопросе не спешим, этот вопрос не сегодня возник, вот перед нами лежит вот переписка уже с 2010 года, то есть этот вопрос обсуждается уже многие года, и они, я не знаю, сейчас вы конкретно предложение ваше мы слышим, мы его озвучим, но этот вопрос и до этого обсуждался уже в нашу бытность, так скажу, да, что мы на разных площадках этот вопрос тоже обсуждался, не будет так, что это будет бескончайным предметом для обмена мнений, замечаний, недовольствий.
Потому что мы знаем много, так скажу, претензеров по этому соглашению, которые, по сути, не углублялись в само соглашение, да, по своему содержанию, а Давайте слышат вместе- определенные какие-то Давайте тезисы, вместе позиции постараемся и не все хотят, четыре да, но документа. это все только путаницу создает. И согласен с вами полностью, я говорю, что если садиться разговаривать, это должно происходить в определенной культурной форме. Мы не имеем права нервничать, показывать какие-то, я не знаю, свои там внутренние неуравновешенности, так выражусь, да. Наоборот, это нам помешает прийти к правильному решению. Абсолютно с вами в этом солидарен. Я думаю, что в общении истина, она и больше порождается, зарождается. Поэтому абсолютно с вами согласен. Спасибо, что вы так говорите. В этом мы тоже, и помимо того, что парламент, он законы принимает, у него еще это есть политическая важная функция. Это связующее. Более учитывая, что есть желающие всегда воспользоваться такой ситуацией, тоже не Кстати, без вот с этого, помощью поэтому, парламента да. сколько кризисов у нас было преодолено. Это, кстати, к вопросу о том, что надо повышать у нас роль парламента и конституционно тоже. Потому что де-факто у нас с помощью парламента разрешаются кризисы, а не с помощью тех механизмов, которые у нас в Конституции расписаны. Аслан, скажи, пожалуйста, ты говоришь о кризисе. У нас что, вот при обсуждении возникли какие-то вопросы, к которым мы не были... Я сказал, что если у нас будут возникать кризисы, мы создадим Нет, прецедент. ну мы вообще в кризисной Но ситуации давайте мы не находимся. будем, да. И социальный, и экономический, и политический Я кризис. согласен, может быть, А я вот неправильное такие слово дела. применил, может быть, неправильное слово применил. У нас есть политическая поляризация, правильно? У нас, я вам откровенно скажу, да и вы сами знаете, что у нас происходит снижение легитимности власти, доверия к ней. Это следствие ее плохой работы с обществом. Потому что она не объясняет свою политику. Вот я, например, возможно, я не знаю то, что говорила Анна Львович по поводу каких-то мероприятий власти, по демографическим вопросам, по этим. Надо провести Это же не референдум. Я о чем говорю? Спросить у народа. Да. Они доверяют. Нет, давить Не совсем не предмет о нашей том- сегодняшней Я истории. согласен. Я о чем вас говорю? Я прошу, хочу чтобы мы не Все создать... страны заходили- идут, Я потому хочу, чтобы все- мы все создали, все дела. создали политические условия, чтобы эти вопросы у нас не приводили к конфронтации. И мы хотим, Давайте и мы мы это поддерживаем сделаем. любые Спасибо. инициативы Я в думаю, этом плане, готовы я думаю, разговаривать что- да, открыто. спасибо Ни большое. одной встречи не было, куда нас пригласили и за себя И лично скажите, говорю, пожалуйста, чтобы вот я на не ваш пришел. взгляд, это государственная дача, я прошу прощения, ради Бога, простите. Это государственная дача. Кто будет там находиться, кто будет там отдыхать, кто туда будет приезжать? Вы себе задавали такой вопрос? Вы уже отвечали даже на этот вопрос. Там будет Говорили, ФСО находиться, или да, там будут говорили. первые лица государства российского отдыхать? Просто мы не знаем. Мы не знаем, правильно? В соглашении написано, что охраняемые лица это очень ограниченный круг. Охраняемые лица. Я это хочу очень вернуться к своему много. вопросу. Я не просто так сказал, что мне очень Значит, я интересно. просто Я вот, хочу а, повторить свой вопрос буквально 2 Да, минуты. да, да, пожалуйста. Я вас Ради Бога, умоляю, ради Сатар Бога. Шамцан. Значит, еще раз хочу повторить вопрос. Будет крайне плохо, если не ратифицируем. Мой вопрос заключается в чем? Будет крайне плохо. Что именно будет плохо? Я понял. От Давайте кого я будет отвечаю плохо сразу и кому на него. будет плохо? Я вас понял. Во-первых, это вырванный из контекста фраза, потому что я перед этим говорил о том, что мы должны все дефекты, которые видим в этом соглашении, устранить. Именно по этой причине я говорю, что вы знаете, что я часть депутатского корпуса, не могу сейчас судить, какая большая или малая, которая может голосовать против, потому что они свою позицию излагали по этому поводу. Говорили, что третьих лиц, передача третьим лицам, географические координаты и третий вопрос юрисдикции. Много таких депутатов, давайте считать не будем. И вот в этом контексте я говорю, представьте себе ситуацию, если это соглашение не будет ратифицировано. Если вы считаете, что это будет какой-то положительный эффект от этого, можете мне его рассказать. Поэтому я говорю, что это соглашение должно быть приведено в соответствие в первую очередь с нашим законодательством. Да. Я второй по старшей службе Давида Чичевича. Вы согласны с идеей создать вот такую согласительную комиссию в стенах парламента? Двумя руками за, Тимур Георгиевич. Просто Давайте в рамках этой такая согласительной попытка, комиссии поработаем.
такая попытка уже была предпринята. Президент, даже я расскажу, был вынесен указ, да, был готов, он на бланк вынесен был. Президент его по какой-то причине не подписал. Вот Саид Игоревич, кстати, да, мы же к этому можем прийти. Президента проявить по-другому интерес. Да. Значит, основное, ваше предложение... Нет, я люблю до конца доводить. Поскольку сейчас пришло к парламенту, это вопрос парламента. Согласен. Поэтому согласительную комиссию может создать парламент. Согласен. Да, мы же это сказали, мы готовы принять участие. Тогда по-другому хочу Я вас спросить. понимаю, к чему Хочу это, понять. да. Это же разность позиций. Сколько там, да, два юриста, три мнения говорят. Мы, например, убеждены в своей позиции, мы ее аргументируем. Факт, что вы все убеждены я говорю, в этом. мы, я же не сказал вы. Ну, Я говорите говорю, тогда мы. про себя. Я же говорю мы, Да. говорю про себя. Мы убеждены в своей позиции, мы ее отстаиваем. Да, Мы согласен. отстаивали эту позицию на телевидении, я лично в том числе был. Есть иное видение, может быть, есть третье, четвертое, пятое и так далее. Так или иначе, мы убеждены в том, что соглашение вот в той форме, в которой оно есть, может быть предметом изучения депутатов парламента и принятия решения на ратификации. Понятно, что депутаты руководствуются своими принципами. Тогда перефразирую вопрос. Вот как вы считаете, какие последствия, что может произойти в случае, если депутаты парламента не поддержат это закон? Ваше видение просто Я хочу знать. вообще что-то прогнозировать, это такая вещь, которую вообще я не хотел бы заниматься, да? Что может быть, мы тоже слышим какие-то вещи, да, что может быть почему-то в привязке к соглашению, да, вот об этом Бицунде, если мы не сделаем этого, не будет того, да, вот такие вещи. Я вообще такой подход, если честно, не принимаю. У вас нет суждений? Нет, я не принимаю такой подход. Я говорю, самое важное, там один очень важный был момент. То, что у меня убеждение, как у юриста, да, вы говорите 2-3 мнения может быть, но юрист должен это соглашение привести к соответствию своему национальному законодательству. Вот я вернусь все-таки, чтобы мы этот момент проговорили. Что касается формы соглашения, вы 5-ю статью закона о международных договорах приводили, а у вас, если закон с собой есть, откройте 3-ю статью того же самого закона, где черным по белому пишется, что... Хорошо, я помню. Да, вы помните, да, что... Межгос, межправ. Да. И 3-ю часть посмотрите, что межправительственными и межведомственными соглашениями не могут регулироваться соглашения, которые должны быть межгосударственными. Безусловно. То есть эту норму вы понимаете, соответственно, когда вы говорите, что у нас по форме вопросов нету, я вот с этим спорю. Нам надо форму этого соглашения изменить и найти, ну вот вы так не считаете, но у нас требования законодательства такие есть, к сожалению, или к радости, не знаю. Поэтому не требует. Закон формы предоставляет. Еще раз, мы вы приняли говорите про форму, нет, межправительственного нет, вы не соглашения. можете выбирать Просто форму. в связи Есть мы выбираем, требования, исходя из нет, требований закона. Есть требования мы закона. определили эту форму, Еще когда раз. мы увидели, что там есть Статья иные 250, нормы, мы нет, отправили на статья ратификацию. 259 ГК требует, чтобы это было межгосударственное соглашение. Да, вы же целый список перечислили помимо ГК. А 3-я статья, В моем заключении. а 3-я статья, да, и 3-й пункт ее. Умар Сергеевич, вы в моем заключении перечислили огромное количество Я норм вас понял. отличных. Поэтому Еще раз мы отправили повторяю, в на вашем ратификацию. заключении этого нет вообще, не присутствует этого. Понимаете, об этом тоже надо говорить. 3 юриста, 3 мнения. Так будет лучше. Я что подниму касается огромное количество иммунитета, заключений. я не согласен. Уважаемый Андрей, Я не согласен. позвольте мне тоже, я не юрист. Но это не значит, что у меня нет логики, что я что-то недопонимаю или пытаюсь добраться до конца. Значит, вот с 1936 года этот объект находится под контролем тогдашних еще центральных властей. С 1958 года там началось строительство государственной дачи. 1958 год. То есть это 65 лет тому назад. Объекты, которые там стоят, они уже все самортизированы. Их цена копейки. Да.
Теперь за все это время, пока этот объект функционировал, там побывало много людей. Да, ну, стоят, может, он и 100 лет, но он самортизированный, то есть амортизация уже не начисляется, копейка стоимости. Значит, за это время побывало там очень много людей, и вы наверняка об этом слышали. Да? Начиная от Абделя Насера, Джавахарлала Неру, значит, Индира Ганди, Джордж Помпиду, значит, Фидель Кастро там дважды был. Если дальше продолжить, это Живков, Гавел, значит, Элик Хонекер и так далее, и так далее. Этот список можно, значит, увеличивать и увеличивать. Они бывали, конечно, в Советском Союзе. Но Пицунда находилась на территории автономной республики, которая называлась Абхазия. И каждый, уезжая, знал, что это территория автономной республики, которая является составной частью Грузинской ССР и СССР. Значит, я вот вмиг себе, вот как человек уже, значит, с годами представляю, значит, вдруг будет еще один интересный международный центр, где будут проходить разные мероприятия, где высшее политическое руководство России будет приглашать Пицунду разных людей, политиков, там, значит, экспертов, крупных бизнесменов других стран и так далее, и так далее. И они, приезжая сюда, в Абхазию, они не будут говорить, что Абхазия – это составная часть Грузинской ССР или СССР. Это Республика Абхазия. Хорошо, давайте мы разделим эту территорию, отдадим, значит, по 600 квадратных, по 800 или по 1000. Давайте распределим, мы людям отдадим. Шашлычные построим, магазинчики, гостиницы и так далее, и так далее, и так далее. Тогда в чем спор? В чем спор? Вот я вас внимательно слушаю, мои дорогие, мои золотые, ферахир парча, хачкунча, уоспьямш, уара ехе абсенрей хагулу арт, науна где абсенрар ртама, урт герамта на алагицо, ферахёбу брахинеево. Хорошо бы президент Харанеху, хорошо бы премьер-министр Харанеху, хорошо бы министр Харанеху, депутат Харанеху. Борцов Дочкунов, Магиана, Андрей Уходскосад, Урги Учкунов, хорошо бы как Зигиху, Зигшо бы Хазхопшва. Абсена, Абстазара, как Ишохоло, хорошо на Бачобе Хихоло. Шерги уризам Тахоло, да бас со стол Фехатон и Фябка, а уйдут за тона, чертула Фяца Вербевш. А хачартула уяса вербев шубуха гуазарами, акума зарами, акума дзамку чартула узлачайжу. Народ за спиной должен стоять. Народ за спиной, труженики за спиной должны быть. Народ, у которого еще экономика должна быть и так далее, и так далее. Да? У Ягана халы хамам расшоб, аха и халшу гирачами, и хацоги хами. Я надеюсь, что мы что-то все-таки можем, мы же очень... Да, я думаю, что мы как бы на себе не жаловались, мы как бы не говорили о том, что да, мы должны бы жить гораздо лучше и так далее, но сравнить 93-й год с сегодняшним днем это невозможно, ребята, у нас жизнь ушла вперед, мои дорогие. Да. Вы же знаете, вы золотой парламент представляли. Ну, вот это... Если бы за вами, какие трудные времена были, если бы за вами народная поддержка не была, вы бы ничего не добились. Конечно нет. Правильно? Конечно Поэтому нет. я говорю, вот такие вещи, они должны решаться таким образом, чтобы власть заручилась народной поддержкой. В этом ее сила. И законодательная власть, и исполнительная. Давайте мы эти механизмы будем включать. У нас не просто какая-то бюрократическая машина, часть другой бюрократической машины. У нас есть свои политические традиции. У нас есть своя история, у нас есть свои цели, у нас есть проблемы с нашим выживанием. Давайте вместе их решать, не превращая друг друга в врагов. Да, политическая конкуренция будет. Ну, по поводу врагов, никто не может меня назвать врагом, или вас я могу назвать врагом, это исключено. У меня, например, какие интересы вообще, вот я что, хочу стать президентом, я что, хочу куда-то подняться наверх. Уже все это прошло, эта речка у меня прошло бурно. Да. Я просто смотрю на жизнь, какова жизнь будет моих внуков на этой территории. Они будут здесь свободными гражданами, или они постоянно будут носить кофе и чай каким-то господам. Вот этого мы не хотим. Этого я тоже не хочу. Я не хочу этого. Я этого не хочу, потому что ауруси политика и гаджер хархарги зигдероб удар обстазар хахчахет яшоб ай бешерги даре харе хамон хажлер гюхна ходи вдерой. А хаубус ханапсва
Хшуйду Крымазги и Раша Верпиха Дзамзис, Нестор Лакоба Дрыбчицына, Апсу Адратвинишни Колозепш. Языком лев брюбускан нас там. Уже Халаров, Давид Чичу. Ну, и Халаров, конечно, Конечно, поэтому давайте мы все это включим. Я призываю нашу, прежде всего, исполнительную власть, не замыкайтесь в вашем этом Я шаре. все это понял, дорогой Астамур, но предмета спора я так и не увидел здесь. Полтора года обсуждаем. Я не вижу. Каждый раз. Я не вижу, не потому что я не юрист, я не вижу, я просто не дало вижу. результата. Нет. Понимаете, это дало результат. Полтора года обсуждаем. Иначе, Есть а процесс. территориальный вопрос это очень Нам важно. же хорошо известно, что есть процедура государством установленная. Мы, если мы будем, у нас и сегодня, и вчера, У нас и есть завтра соглашения, будет которые огромное лежат количество по 5, по 7 вопросов, лет не если мы по ратифицированы. каждому вопросу, я полностью Даже более поддерживаю важно. открытость Да, и так далее. Но мы полтора года обсуждаем, назначили свою позицию, потом какие-то новые обстоятельства появляются. Андрей Львович. Потом За новые полтора года акторы, сколько мероприятий, новые сколько там акторы митингов появляются, было, новые сколько плакатов предложения, было. Андрей Львович. эфиры, Это поездки. понятно. Андрей Это Львович, не по вот поводу сдачи. с вашего позволения я один вопрос хочу задать, на который хочу прямой ответ услышать. Вот в 4 статье речь идет об акватории моря. Какой вот уполномоченный орган будет подписывать договор аренды и как на основании чего будет подписываться основании договор аренды? межправительственного соглашения. Только на основании этого, да? То есть у нас аренда морских межправительственное пространств соглашение. это допускается, да? Межправительственное Не, соглашение. я понял. Вы на чем межгосударственный основываетесь, договор, когда вообще про аренду Межгосударственный акватории? Еще раз договор, повторяю, который на чем вы установит основываетесь, когда говорите про аренду акваторий? Вот мне интересно. И какой государственный орган подпишет этот документ, наш абхазский? Надо изучить вопрос. Ну, не знаю, вот сейчас я же про это и говорю, что надо изучить. В чем цимус? Я так и Все не эти понял. вопросы надо изучить. Давайте мы вместе, Андрей если они Львович, нас вот в чем пригласят, суть. придем на заседание согласительной комиссии. Вот, Умар Сергеевич, вот к тому, что вы до этого говорили, да, вот вы говорили, что есть ряд вопросов, и в парламенте тоже как бы неоднозначное мнение. Да. Вопрос координатора, он стоял, так у нас получилось, вышла такая ситуация, что они были ошибочными. Потом вопрос юрисдикции. Да, и третье И лицо. вопрос о передаче третьим лицам. Да. Я лично говорю свое мнение. Для меня вопрос юрисдикции, я понимаю, что это стратегический объект. У нас помимо этого объекта еще есть на территории Республики Абхазия Достаточное объекты, количество, которые да. также имеют определенный статус, и мы понимаем, там кто-то в виде шутки говорит, что там даже уборщица чуть ли не будет иметь там определенный статус, но мы понимаем, что там простая уборщица тоже не будет находиться вообще с учетом тех лиц, которые будут посещать данный объект. Возможно. Уборщица тоже будет, наверное, я думаю, со званием как минимум. Но это так, как говорится, в виде шутки, что мы слышим со стороны. Касаемо, значит, передачи третьим лицам, я лично для себя считаю большим аргументом в статье пункт, который гласит, что российская сторона будет непосредственно, исключительно в целях окруженных соглашений. Это для стороны. Я перебью, пожалуйста. Я вам хочу напомнить, мы вот в июне 22 года в Пицунде с вами, помните, встречались, да, и как раз мы в таком коротком формате этот вопрос с вами по передаче третьим лицам мы тоже обсуждали. Вот я помню, вы говорили о том, что заключение необходимо по поводу того, что передачи третьим лицам. Вы такое заключение получили или до сих пор его нету? Мне хотелось бы понять. И если уже так говорить, это все-таки двустороннее соглашение, да, которое в случае передачи третьему лицу его ни в коем случае не ограничивает. Мы же по порядку говорим. Что касается 26 статьи, когда мы будем расторгать это соглашение, да, то это все также остается у того, кому мы в собственность передали. Поэтому я считаю, Алхас Валигович, мы с этим не спорим. Еще раз я повторяю, Алхас Валигович, да, но даже вопрос этого возмещения там в 26 статье не присутствует. Мы эти все вопросы, вот, что касается передачи третьих лиц, ну, на самом деле, по-честному, считаю, что все-таки надо получить, да, вот то, о чем мы с вами говорили, заключение юристов. Не знаю, кто это будет,
да, не знаю, кто это будет, но глубоко убежден в том, что это надо сделать, потому что этот вопрос тоже требует проработки, я так считаю. Тем более, если мы вот сейчас, Андрей Львович, говорим о том, что мы не знаем, какой орган будет подписывать. Я знаю, я не знал, какую статью вы говорите, я могу ответить, я открыл статью, и мне все стало понятно. Передачу акватории? Конечно, четвертая, вы же про четвертую Да, статью говорили. да. Я когда говорил, надо изучить, Не, какой уполномоченный орган, я вот не знаю. Написано, российская стороне передаются земельные участки, на которых размещен объект, и прилегающий к объекту участка акватории моря, границы которых определены приложением к настоящему соглашению. И приложение к настоящему соглашению является его неотъемлемой частью. Правительство Еще раз Республики повторяю, вот правительство смотрите, там надо Республики будет Абхазии подписать передаст договор ему- аренды. Ну, После правительство передаст. этого, еще раз повторяю, мы должны подписать договор аренды земли Конечно. и акватории моря. Повторяю вопрос, какой государственный орган Тот, который подпишет... уполномочит правительство Республики Абхазия. Какой? Тот, который уполномочит. Какой? И на основании чего? Я не на могу за основании вот премьер-министра этого... отвечать. наверное, Кого специальное определит Я понял. орган решением Кабмина, Поэтому мы именно уполномочим орган. по этой причине, Секунду, Андрей секунду. Львович, Это же именно, будет еще раз, законно, когда Кабмин определит это будет уполномоченный орган. законно тогда, когда Я просто не будет- понял, в чем суть вашего Это вопроса. будет законно тогда, когда Будет решение ратифицировано Кабмина. будет Да, соглашение. конечно. Да, но до этого момента мы этим вопросом обязаны задаться. Не, ну, до Мы обязаны задаться в нашем... Вот будет ратифицировано Еще раз соглашение. повторяю, вот смотрите, Еще раз опять же, в вашем ратифицировано же заключении, соглашение? оно не Я ратифицировано. говорю, Когда предположим. будет ратифицировано, Ратифицировано, и здесь я написано, еще раз повторяю, абхазская сторона еще будет раз, выступать Андрей правительством. Львович, повторяю, правительство определит, кому нам надо верить, до кому не момента ратификации этого соглашения надо все изъяны в нем устранить. Мы уже устранили все Не изъяны согласен и я с тем, представили. что Это вы ваша устранили. позиция. Я с слово этим за не парламентом. согласен. Посмотрим, что Ну, скажут. я надеюсь, что Если в парламенте позволите, такие мы уже прецеденты не допустят. завершаем, наверное, да? Да. Да. Ну, во-первых, и табу бидут за набра хайпал рахикал зихи, еще сказал, бзерик закала. Рейсбо срадари и бзин издро шлеву, потухюк сот, абсенразухан шгуш шейх возбот, абсенра абхак абстазараш олобри, ферас это хуза фераш хатса шайшто, уилизм кавоз гидагадзам. Ахаубуси камлад. Абра куту хадуд зыка гадзам кора цургар халагар. Абисат шот избанзар абстазар жуса ныкологиго. Шангыл макана хазык атсамидзги хнахаб ариастара гейкцги йизги хшазык хсроб хнахаб яна губрюб агурам гарара шаниго. Зыгурашмго варацаниго. Сарги хатала зыгурасмго ирацнаваго бабсынра. Ирацадзобуртги. Рыжла здорот, рыхи здорот, руку разгазом зензас. Рхах хоги здорой, рлмхах хоги здорой. Ах уй яна газом, абри хара хажл руку гороб ихентен руку дикулароб. Убрекон хара хапсу азар, абсула мсабсу кашину агосар. Абсу анхаю ах ябхат сожа наху хацку хагун шейос. Вajа хилы пысхат йон. Ах ябхан хаю сожа разиниман. Убрекон حيزنا حيتشجنا كخير حزايبة جوزر حزايبة جو وسام قوار أدفي حجيمة حوا وسايتشجنا غلطزوم سريخيز بوبريوم عبر كتو خدود زك في سرنا جزاك يشوز سرم قداش كون سشويا لمسن سرا وسكويانو كون عبر يقب يزبم مكان أبريزي إمرشنا كوتسامة يلرجزم عباس يقص السارة جيشونا يسمع هاي تاج كون سبريش كنا كلا يسمع بي وينس يبشو البرلمان же согласительная комиссия يجوا يسحوي ويستعرض كرة في خود مكان بريضة حبستازر نشوف ما سيدرو حبخ وبريغر زكا بندو أبخر كوتشرتم ويخلط شارع أبريد يتو حمد شاكم حيم تكار دود زامش زم خارج خلط وسيرة فني خلط يخلق أبتخك وحبخ خلط يزبنزر أبستازر يرد خد زكمان كم بيابخ يصوت أكجي عنقلزوم ممزر حراحيت شو شو بصوب يانقلي وش حبستازر بريلي يشترايت ووسا خوص رزين عمد زي ما تشوف شو خدك الساد ياي واشوك شو دسنا حلو
шхыбзе, шгубзе, шымчи фихшуя и баго, шуажлар шилаглана, хырпарцаха, ажлариш зырха басан чаш кайцат, ачкун шабраш кацкассат, абрейтос зигин парак, атабхас кацкассат зигин парак, и табу хашасхуд, сарейха сила и баз слмха хазрасоп, ялахуз, يثقي شاسحوت دارت بطوشوك صوب زي جزبو يتابو Мебельный центр «Адлер». 2000 квадратных метров готовых решений для вашего дома. Ведущие мебельные бренды из России и Европы. Здесь есть все для вашего уюта. Приреченская 2/5, первый этаж. Мы знаем, что вам нужно. Биза хуме бгача цухвала, яха умешахо. Ванзабе травер Коран, Сергей Шойго Саре, и цахвета городок Аргула Разан, Шахтой Пшмаркула. Объединенная группировка на Пацахахан нас в ящах ратифицирует арцет, в ящах страна Сарасхи Ташама, Хабара отца Сартет, уипыл Шейцаш Аргула Ганахева. Абри Аргула Ганахева сана гишоптаз биш миллиард пара геу тахой шатхуев шаин Аргула гишатхуев зиги абри городок Маргулач. Сан идзит зар идемуховши идскает ипет атула дрбге исыпхет изе Харшо вдруг истагуль вдруг хавы усан и шало заждроны близахтыс Украина и тырса тахан из базаружа аризан цхала городи парусода биш миллиард усан бе парламент риндрм кулас я сара прохагу хаяла объединенную группировку захцу абсатче аурсче арва еще кто еще приезжал. Уже приезжал Иштурхо, при сасизирован президент пунктуальные техет еще Ария-Гостача еще и Союза нас гедарирма, ну и лучше чуртаварич геайсра усхаги мешалзам. Уже харехтахо при Зары гула запуск зелунка. И близний царца зога номад захоги ови зелунка. Уи лызка оби истоху. Аха се зелунка это бар при главнокомандующий Аурус Швертот. А басхах заасас. Признание наркно 2008 при Юнизики Абашук Сарзы Хушуме Пига Сиздруй. Сосагуна операция командовалась. А генерал Шаламанов видится за Зиги Ахцетара. За Айманшалан Геахцез Вдруй. Убыс Абри Шаманов Аги Басара Сергей Васильевич Геачко штабан Харатахума Цвижба Зайцева Гизамцева Гебаса Ахуцна а спецшалолу Аги Абризы я хуцна и маншална не ахце. Я шум тахаразм. Азвы дахцвизы дрыцаиш маширла. Убыс анхаре агета карта будра. Енун рхушум и паргаша. Абри асет яштах ишцо и шаалус. Ам чуахи тагалан яз ишаз. Суагда рижзум. Абха харах бюклон.
ҳҿагыланы нас ҳаурышьҭуан, ажара ҳахьнеиуаз аснаиперцәа аақәыртәаны ҳауаа игәырзит, ҟәыбаса ишьҭарҵа. Убри аамларц азыҳәан убри ауаҩ азин ҳаиҭеит, абас сызҳәом зегьы Шамановгьы иҳәаӡом, уи саргьы сҳәаӡом, егьырҭ уи Сергеи Васильевич иԥсыӡам рыцҳа. Абас ауаа иқәҳархеит уа, аурысшәан акәӡам иаазҵаз. Абри ауаҩ иааиҵаз ала, иҳаиҭаз ала, аус адаҳулеит. Медведев егьи удыруеит, иаҵырҩит Сергеи Васильевич аџьабаа дуӡӡа рбеит, Рюкзар Ашәба, Сергеи Шамба, уи зегьы ртәу зҳәом, ара аликамқәа убысҟан иҳадибалаз аџьабаа аоперациа анаҳацәа зегьы, уи абри ауаа ирҳәаргьы рҭахӡам уара. Ауаҩы егьа дуҭахымгазаргьы, егьа дуҭахымзаргьы, иџьабаа пату ақәуҵара ду. Ауаа ажәлар иалахаз ауаҩ пату иқәуҵарами. Уара сакомандующий саан зааишьцәыӡыз здыруеит. Аибашьра анаҩсгьы удыруеит Гал Прочоцкогьы 98-ом абри Черноморэнерго ирҳәо, абри ргәы иҵыххо абри Гургесагьы сашьа имшьыни жәаан убрантәи сыхан сааргыса первый сам саан. Убра управлиат анаасцоз абри сыдырҵаз агьы Арӡынба дҭалеит аҭел исеиҳәеит, абааԥсы сугәыӷуеит. Лаврик Микваби рыцҳа зыԥсы ҭашәо, Лорик Коӷониа, Нодарка Губаева, Гарик Смыр, Чирикбаиаа рыцҳа, џьабаа ирба ҳазхәыцрами, убра сахьтәаз ихаланы исызҿырҭит ҵаҟа убаҳәа. Сызҭахыда сҳәан, ауаҩы дааирышьҭит, абра рҭахуп. Слыбаазар семерка гылоуп. Иоуашьҭан ишәҭахушьҭан издырхәла, ҳлацәажәара ҳҭахуп дҭалом машьына. Иагәар ашәа алаҳцәажәап. Абоицода иагәара убриаха сымоум, абри операциа иауӡо уара иудызҵада? Исыдызҵазар аиҳабы исыдиҵан. Ҳара иуаҳҳәар рҭахуп, уцадумцалан усҟак. Ты понимаешь, 98-ом Гал ҳара иаҳтәын Ингургес абжа рахь удыруеит ҳаиҳтәу. Абри Ингургес аҵыхәала Гал аканал аҟынӡа ираҳҭап ҳәа ирҳасабхьан. Уажәы еимаркуа итәоуп уа. Убысҟан зааџьгәынцәа иҭахада Даур иаҳхашҭит. Уара Гал араион зааиҭахада уара. Аурысцәа зааиҭахада миротворцәа. Путин Владимир Владимирович иаҳҭаӡом. Ус акәӡам, абри ҽакалоуп ҳәа шԥацәажәо. Хәыҷык уазхәыцны уцәажәарами. Аслан аԥсатәыла иҭиуам, аманагьы сеилымкааит. Абри анцәажәа хәыҷык изхәыцрами. Ушьҭа уи иԥыхьаалақәаз, иааҳҵақәаз егьи ҳазҿыз ҳаҟәыҵроуп. Аҿар ирызҳауеит, аҿар амҩа бзиара ҳҭароуп, иҭҳарбароуп, ираҳҳәароуп. Ишааӡатәу авыборқәагьы егьи. Иааиуеит аамҭа уажәы. Уқәу уахцәажәо политика сымоуп. Ҳара иаҳҭаху сзеилымкааит уажәы. Абри Путин иаҳҭаӡом абри аздание. Уи аздание сасаан абра Путин данааз ацәажәара ҳаман, амқәаб данааз убысҟан аиԥылара ҳаман егьи. Иашаҵәҟьа иааҵатәуп аремонт. Аха закәанла дара ирымаӡам азин абри шахтоеиԥш мҩаԥымган. Арҭ аренда иргот. Ари адгьыли аздание ишьҭыхны Урыстәыла ааигозгьы ибӷа иқәҵан. Арҭ ишырҳәо ала. Уара ауаҩ апограничницәақәа иргылеит, акгьы иргылеит, ар иргылеит, акы ргәы иҭоуп. Ари уажәы ар аганахьала иааиӡо начальник штаба Савченко дааны егьин абра ус бзиақәа ирҿуп, иаргьы иааихәақәоз ҳабон аппарадан уи ирбаз маҷуп, ирацәоуп, аха уана иааиӡо џьабаа ирба аҷкәынцәа зегьы убри Миноборон абри пату ақәуцароуп. Иара иакәӡами ихагылоу, иара иакәӡами иаазгаз.
Сасаназус, Хаксимадзам, Исыч. Вот и нужны Хадзам обряд слышим Тазар с Мамаха. Урысшил Хозар отношения Агацану. Отшавер Агацан. Упиратну Тшавяна Барта Абрия Безустада Абридна Баби Тубато Абрия Хацушаба. Еще усу Тшаверу 301 год Султан, командующий фронта страна Восточного фронта. Бусана Тшаверу пойдет Кырцварах, Кырцванах, Аштака Кырцва, Абха Кырцва. Учик Агзмара Тшаверу Гудразру. Убусан Гавра Сулера. Апрапорта Джиглы Зрула, Сюсшан Руанза, Усаныз Рузара, Чемчера Апрапорта Джиздр, Убертрула Кассе. Абхаза Усхуц Роби, Хацидза Гозачкот, Аджабаз Базайбиш. Са Шелыска Обрёб, Абри, уже Айзер Кварца, Бадярца, Байчаср Пангих, Машур Амларом. Машур аналог, Схихиз Гоги Дузыпшазу. А президент отшарил, и кушня, и ход, и шахтой, чтобы Айзера брал университет, начинается с Муанцеги, ура ахы цухуйхе. Убри абсолютно тина, абаси ахцапим анзе. А выбор палот, и арлс, я сами я архех, шуксуги, а усивато, сара. Сесту Хосе Дарезис Губхот и команда Ярца Гиви, а другие вам калаза Гиви, убуртур схуцнак, Яра, Изайго, Хрушуме Перго, Ам Сахара Джоаги, Аджгут здоровится аэродроматор, она очень чира, и Сахубшон, когда городе Хабы. Акал я хабы бигва, тшайнони хардербону братска был гонанди. Вору гургараме бризачку дахахагуло и команда авзамебри, амкаби асланир команда авзами. Спяно вот парламент вы ачку чуяку, хачуяку, ахсеяку, вайглариалар, айлгаррымо бы схуцеб, шрудер гула геха. Уборду рухтасным чилак драться, вы ги. А кугам хозе я тора судо бегио, мана ее яхубшу бегиха. А бребас халагулы отцов, главнокомандующий вырастул ее под нее. Министр обороны Сергей Кужик говорит, учеги из Хуцро. Полашар, чаги и шахто. Артирто аренда при ремонте разрывни гишок. Каждый старается и рада нелок убриусить избан. Избан арих сариха. Усам заробара. Абха заробара, ха. Пуден бри изба усква адуне дакшан. Вора адуне зырх схджуа уе. Уйчагуана бри Уйцеглави Хазомара без такого идея цара, это президент Гидинцауэха, а президент мнение народа Гихаре, вот Гиха и Хотаха, Пхашара, Абсхак Азаз, Абас Хайптас, Аблииз Бахо. Я Химомару, аренде, год аренде, и не ами. А? Ну, захшаживай. Харар, где абри игула, где сособятся зубусан. Сергей Васильевич Саре, абриара гана хелан квабра территориальный ги. Убре ну басхаха, шукса басхак шуксаха, если что, уже каждые 10 лет 5 лет продлевать надо. Сами что усобишь? Вам зевая на тахвёзу, юмбазы, психило шанчага, штепад вилагомара, кремля, азалаш, лагайдвара, психило чавидор, психило. А при подуах у царами, а при ищала, урт психо шрума мордирует потюкс, дара шаларам. Сис хазом они ари, из мазара ри, ибо важлы римбора, важлы роп и знапияху. А бардовайдла раби джаба патуахурсер такой яшзами она ирдлок яйца ко
аэропорта тома рао чимчира мацара качо мачк айцамор губернатор станас амла ханакозу сан качо дахгвалашан сачзныгис хот абрия брандбетги газомсе из хёс и уасо абривишсол абриджбай бала вайгла зигирм бозер из такой бот абричзык алхрагега из что тып хваро сбяного зигзехот мачурги амлароб ялкарарымоп Сасгуана гарадгила зги айхозом адгилартизом абсентула ирти ойрыр тобро бро хубаф бейнгулуп ежвити честни ахсотрхет частной собственности хаштрхет ахсотрхет ари Путин на брюзе в Абхазии Владимир Владимирович Путин яха хара мапа кразин хамадзи мизахози габзера шима зад хара бжимзам захай башхан амзрыштах эшелон швагон абжертаны аурсынтулан пианай яха юмшып сынтула аяк хон дараqa мызди хахала зомс абарт зи харыз хуцып хажлар харыз хуцып абсентула Осетия ирзык из Путин зиги хдырует